الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Амин. На прошлом уроке мы проходили тему аль-ахруфу саб'a, и мы переводили дословно, что это 7 способов, 7 вариаций чтения Корана, и перечислили мнения о том, что означает эти ахруф ас-саб'a на самом деле, принесли доводы для каждого мнения. И в конце прошлого урока мы говорили, что важно иметь в виду после этого урока, во-первых, что эти кирааты, то есть 7 кираатов, которые известны, которые Коран на самом деле, это отличается от 7 харфов, от 7 способов. То есть они отличаются друг от друга. Аль-ахруфу саб'a — это что-то самостоятельное, а аль-кираату саб'a, 7 чтений Корана, это что-то отличное от него. Хотя, согласно более широкое распространенное мнение, то, что все кирааты или кирааты достоверные, которые существуют на сегодняшний день, они выключают все 7 способов чтения Корана. Они выключают все 7 способов чтения или все 7 вариаций чтения Корана. И мы говорили о том, что это разногласие уже только в теории. То, что находится сейчас между руками, в руках наших, это уже Коран. Наш кираат, другой кираат, все достоверные 10 кираатов, это считается Коран, который Аллах Субхану Тааля ниспослал, который умма изучила и изучает до сих пор, который мы читаем в намазе или читаем самостоятельно как вид поклонения Аллаху Субхану Тааля. И мы говорили о том, что все 7 харфов были получены от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть никто не может читать по-своему, от самого себя. Никто не может, потому что это откровение от Аллаха Субхану Тааля. И все эти вариации получены от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Переходим на тему на сегодня. Это ильмуль кираат. Наука о кираате. Что такое кираат? Что такая эта наука? Зачем она? Как она образовалась в начале? Как она развивалась? Иншаллах, это мы будем разбирать сегодня. Согласно великому ученому кираата Ибн аль-Джазари, один из самых великих в истории ислама по теме кираата, по Корану, он дает такое определение этой науки. Он говорит: القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوة إلى قارئها. То есть наука о кираате — это знание того, как читаются слова с вариациями, или слова, которые можно читать и так или иначе, знание того, как читаются слова с вариациями в Коране, согласно тем, кто передал эти вариации. Согласно тем, кто передал эти вариации. Для примера можно назвать наш риваят, по которому мы читаем, это Хафс ат Асим. Например, сура Аль-Кариа, например, мы читали Аль-Кариату мал-Кариа. Мы читаем в нашем риваяте Хафс ат Асим Аль-Кариату мал-Кариа ва ма адрака мал-Кариа. Это в риваяте Хафс ат Асима. В другом риваяте, который очень похожий,
это риваяту Шу'ба ан Асим, Шу'ба от Асим, он получил одно слово по-другому. Аль-Кариату маль-Кариа, ва ма адрика маль-Кариа. Вот эта вариация, и знать эту вариацию, и знать, кто передал эту вариацию, то есть мы знаем, что адрика передал Шу'ба от Асим, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы знаем, что адрака передал Хафс от Асима, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому знание об этой вариации в этом слове, в этой суре, и знание, кто передал эти вариации, вот это уже наука кираата. Это ильму аль-кираат. Может появиться такой вопрос, когда образовался, когда появилась эта наука, наука о кираате. И можно сказать, что появилась эта наука во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И как мы говорили в прошлом уроке, я не буду повторять примеры, что сами сподвижники вначале не знали, что есть вариации, есть разные способы чтения Корана. И они, когда они слышали это впервые, они думали, что кто-то читает неправильно. Потом, когда подошли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и каждый показал, читал перед пророком, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вот так и был ниспослан Коран. Вот так был ниспослан Коран. То есть все их чтения, хотя они между собой не одинаковые, но они от Аллаха субхану ва тааля. Поэтому это актуальное начало этой науки кираата. И во время Усмана, ради Аллаху анху, когда он сделал копии мусхафа и отправил в каждый большой город, основной центральный город, отправил одного мусхафа вместе с преподавателем, чтобы он передал Коран согласно этому мусхафу, чтобы он ничего не изменял, чтобы он обучал правильно, без ошибок. Поэтому в каждом большом городе был один чтец, отправлен от Усмана, ради Аллаху анху, и в каждом городе есть чтецы, которые они в основном были там. Например, сподвижники, ради Аллаху анху, после смерти Умара, ради Аллаху анху, они разошлись по разным городам, чтобы обучать людей, обучать Корану, обучать хадису, обучать всем наукам людей. Поэтому есть сподвижники, которые переселились в Дамаск, в Куфе, в Басру, в Медину, в Йемен. Вот эти сподвижники, во-первых, они, знающие сподвижники, обучали сподвижников, которые помладше, и, во-вторых, обучали табиин, которые появились после сподвижников. И таким образом каждый обучал согласно тому, что он получил. И мы говорили в прошлом уроке, что есть золотое правило, которое передал Али, ради Аллаху анху, когда у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, вот кто-то читает по-другому, а я читаю по-другому. Как это может быть? А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, молчал, а Али ответил, он сказал, «Иқрау кама уллимтум». Читайте, как вас обучали. То есть, как вы получили Коран, вы должны передать Коран таким же образом, без изменения. Поэтому вот и так развивалась наука кираата. Как этот человек читает, он достоверный, он большой ученый, он получил кираат от нескольких ученых, и он передал своим ученикам. Аль-имам Захаби, рахимахуллах, перечисляет сподвижников, которые были чтецами. То есть мы знаем, что много сподвижников выучили Коран. И много занимались обучением Корана. Но среди них он определил 7 из них, которые были самые известные сподвижники, которые обучали Коран. То есть не только эти обучали Коран, эти 7 сподвижников, но больше, гораздо больше. Но вот эти 7 были самые известные
обучением Корана. Эти сподвижники: Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, Убай ибн Кааб, радиаллаху анху, Зайд ибн Тhabit, радиаллаху анху, Абу Муса аль-Аш'ари, радиаллаху анху, Абу Дарда, радиаллаху анху. Даже среди них, например, Убай ибн Кааб, он сам обучал других сподвижников, например, как Ибн Аббас, как Абу Хурайра, как Абдуллах ибн Саиб, радиаллаху анхум, аджмаин. Поэтому были известные чтецы во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дал совет. Кто хочет слышать, например, в хадисе, кто хочет слышать Коран свежий, как он был ниспослан, пусть он слушает Ибн Мас'уда. Поэтому даже во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были великие сподвижники, которые занимались Кораном, обучением Корана. И после эры сподвижников были табиин, и среди них тоже появились много ученых, которые владели этими кираатами, каждый в своем городе, каждый там читал, может, у одного ученого, у 10, у 20, у 70, как имам Нафи, рахимахуллах. Поэтому и они изучали эти науки и передали следующему поколению. Например, в городе Шам был Аль-Мугира ибн Шихаб Аль-Махзуми. И он был другом с Усман ибн Аффан, радиаллаху анху. Также Ибн Саад, он был тоже другом с Абу Дарда, радиаллаху анху. Абу Дарда жил в Дамаске, поэтому и там он преподавал. И один из 7 чтецов, Ибн Амир Шами, он был учеником у Абу Дарда, радиаллаху анху. То есть это один из табиин, который считается один из 7 чтецов, которые передали нам Коран таватуром. Также в Медине были такие, как Урва, Салим, Сулейман Ата ибн Ясар, Ибн Шихаб az-Zuhri, Зайд ибн Аслам и много других. В городе Мекке был Убайд ибн Умайр, Ата ибн Аби Рабах, Таус ибн Кайсан, Муджахид, Икрима, это ученики Ибн Аббас, радиаллаху анхума. В городе Куфе были много, среди них был Алкама, Аль-Асвад, Масрук, Убайда, Амр бин Шархабиль, Аль-Харith бин Кайс, Амр бин Маймун, Абу Абд-ар-Рахман ас-Сулами, через которого наш риваят переходит. То есть у нас такой риваят Хафс от Асим, от Абу Абд-ар-Рахман ас-Сулами, от Али бин Аби Талиб и Усман бин Аффан, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он жил в Куфе, и среди них тоже Ан-Нахи, и Аш-Шаби, и Саид бин Джубайр. В городе Аль-Басра был Абу Алия, Абу Раджа, Наср бин Асим, Яхья бин Ямр, Аль-Хасан аль-Басри, Ибн Сирин, Катада бин Даам ас-Садуси и много другие. Поэтому в каждом большом городе были много ученых, которые занимались этим и преподавали, передали, как они получили. Есть те, которые получили от 1, от 2, от 10, от 20 и до многих ученых. Например, как мы сказали, имам Нафи получил Коран, то есть он изучал Коран перед 80, 70 или 80, может, не точно, я сейчас не вспомню, не помню. Поэтому у многих он получил Коран. Потом он делал себе выбор, то есть он получил разные вариации, и он выбрал одну вариацию и читал по ней. Сейчас будем смотреть, как появились 7 кираатов. Теперь, какие критерии установили ученые, чтобы кираат считалось достоверным? Мы знаем, что Коран был передан таватуром. То есть невозможно что-то изменить в него, добавить или удалить. Поэтому большая группа людей передает с поколения в поколение, передает Коран без изменения. Это таватур. Поэтому Коран целиком был передан таватуром. Какие критерии установили ученые, чтобы там проверить, этот кираат можно считать мутаватир или нет? Первый, что в этом кираате все должно быть согласно грамматике арабского языка. Почему? Потому что Коран – это источник арабского языка. Поэтому
Если что-то не согласно правилам арабского, значит, это не может быть Коран. Второй, чтобы он был согласно тому, что написано в мусхафах. Как мы говорили, Усман бин Аффан, когда хотел объединить умму, избавиться от ошибок в обучении Корана, он отправил мусхафа в города, а вместе с мусхафом отправил чтица. Поэтому чтиц нужен и мусхаф нужен, чтобы мы читали согласно мусхафу, на который был согласие умми во время Усман бин Аффан, радийаллаху анху. И третий, чтобы цепочка была достоверная. То есть цепочка передачи, чтобы она была достоверная. И все эти условия выполнены в 10 кираатах, которые существуют на сегодняшний день. Теперь, как развивалась наука кираата? Как мы говорили, вот эти ученые занимались обучением Корана, изучением и обучением Корана до того, как пришли ученые, которые описали эти вариации. И первый из них, много ученых говорят, что он был Абу Убайд Аль-Касим бин Салям, рахимахуллах. То есть он описал, что люди города Аль-Басра читают вот эти там вариации таким образом. Люди Дамаска читают так. И так далее. Там перечислили все вариации, по которым читают мусульмане Коран. После них, то есть он не только, а есть тоже другие, например, Ибн Джарир Табари, Абу Хатим Саджистани и много других. Потом, в конце 3 века, после хиджри, после переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришел ученый, которого звали Ибн Муджахид. Из-за того, что чтецов стало много, и у каждого из этих чтецов есть много учеников, и почти все они владеют 100%, то есть у них чтение правильное 100%, он хотел упоминать самые известные, самые лучшие, собрать их в одном месте, как они читают, какие вариации у них есть. То есть, когда он выбрал, он поставил какие-то критерии, и он хотел упоминать самые известные, самые лучшие чтецов, упоминать в своей книге, в своем труде. Поэтому он выбрал 7 чтецов, и для этого он установил такие критерии. Во-первых, чтобы этот чтец был известен наилучшим образом. То есть он читает все правильно, без никаких ошибок. Первый критерий. Вторая, чтобы он был саманатом, то есть он богобоязненный. Он от себя не может что-то придумать или что-то изменять. Почему? Потому что он богобоязненный. Поэтому мы доверяем его из-за того, что он богобоязненный. То есть он известен богобоязненностью. Третий критерий – это долгая жизнь с Кораном. То есть он не выбрал тех, которые там жили, не знаю, там преподавали там 5 лет или 7 лет, а он выбрал тех, которые преподавали Коран надолго. И тех, которые именно обучали одно чтение, то есть с одними вариациями. То есть он не там поменял всегда, например, в этом году я читал так, а в следующем году я поменяю мой выбор в вариациях, потом на 3-м году я поменяю. Нет, я получил знания от нескольких ученых, и я выбрал себе выбор единственный с определенными вариациями, и вот это я преподаю постоянно. И четвертый, иттифакуль араи аля ахди минх, чтобы люди согласились о том, что от него берется Коран. Например, можно говорить о таком примере. В Мекке были 2 великих ученых кираата. Ибн Каthир аль-Макки, то есть это не Ибн Каthир, который написал тафсир и там истории и так далее. Нет, это другой. Это гораздо там древнее. Ибн Каthир аль-Макки и Ибн Шанабуд.
Они оба были великие ученые. Люди не брали Коран от Ибн Шанабуда, оставили его в сторону, а взяли Коран только от Ибн Каthир. Почему? Потому что Ибн Каthир, хотя он великий ученый, не только по кираату, а по другим наукам тоже, шариата. Но почему не взяли от него? Потому что у него было мнение в чтении. То есть иногда он выбрал вариации, которые не получил от учителя. То есть он читал согласно грамматике арабского языка от себя. Поэтому из-за того, что он не следовал за учителями, которые от них он взял, люди оставили его чтение. Никто не передал, никто не хотел изучать его чтение. А Ибн Каthир аль-Макки, он читал, как он получил. Все согласно тому, что он получил. Поэтому люди приняли его чтение, приняли его выбор, как достоверный выбор. И читали, и до сих пор Ибн Каthир аль-Макки – это один из 7 чтецов, которые до сих пор читаем Коран по их риваяту, по их кираату. Поэтому, согласно этим критериям, Ибн Муджахид выбрал 7 чтецов. 3 в Куфе, Асим, через которого мы читаем, Хафс от Асим, и Хамза ибн Хабиб Зайят, и Аль-Кисаи, Али Аль-Кисаи. В Басре он выбрал Абу Амр ибн Аль-Ала Аль-Хадрами. В Шам он выбрал Ибн Амир Аль-Шами, Абдуллах ибн Амир, который, как мы говорили в начале урока, что он был учеником у Абу Дарда, ради Аллаху анху. В Медине он выбрал Нафи' Аль-Мадани, великий ученый Корана и хадиса, и факих Медини. И в Мекке он выбрал Ибн Каthира аль-Макки. Вот он описал, как они читают, какие вариации они выбрали, и описал это подробно в своем труде. Почему он так делал? Потому что, как мы сказали, много чтецов и много учеников у каждого чтеца. Поэтому он хотел сократить как можно самые известные собрать вместе, в одном месте, чтобы кто хочет там изучать более одного кираата, чтобы они смогли изучать спокойно. После него там другие ученые тоже делали то же самое и тоже там выбрали 7 чтецов. И среди них один великий ученый, Абу Амр ад-Дани, который написал труд и назвал его «Ат-Тайсир фил Кираат». В этом труде он тоже самый собрал вот эти 7, но он что делал еще? Выбрал для каждого чтеца 2 ученика. Например, Ибн Каthир, у него много учеников, и у его учеников есть ученики другие. Поэтому он выбрал сами, то есть согласно этим критериям, то есть сами известные, которые долго жили, которые читали согласно риваяту, которые ничего не меняли, которые богобоязненные. Он выбрал 2 ученика и описал, как они читали от этого великого чтеца. То есть Аль-Баззи и Кумбуль. Баззи – это один из ученика Ибн Каthир. Как он читал, передал от кого-то от Ибн Каthир. Тоже Кумбуль, второй ученик. Например, от Асим. Он определил 2 ученика – Хафс и Шу'ба. Они были самые лучшие среди его учеников, поэтому он выбрал этих 2 человеков. Поэтому для каждого чтеца у нас получается 2 ученика. Может, они напрямую взяли от него, может через посредника. Например, Абу Амр аль-Басри, у него есть между его и его вот эти 2 ученика, которые определили, есть один посредник, Яхья аль-Язиди. Поэтому Абу Амр аль-Басри обучал многих, среди них был Яхья аль-Язиди. Яхья аль-Язиди передал многим ученикам, среди них был Ас-Суси и Ад-Дури. Поэтому Суси и Ад-Дури – это 2 риваята от Абу Амр аль-Басри через Яхья аль-Язиди.
про наш риваят Хафс и Шуба, Хафс от Асим и Шуба от Асим, они получили от него напрямую. Тоже Нафи аль-Мадани, который в Медине, он передал Калун и Варш напрямую, без посредников. И таким образом были установлены 7 чтецов. Для каждого чтеца определили 2 ученика, которые самые лучшие, известные в исламском мире, и таким образом продолжали ученые. Ученые там изучали все чтения, которые есть, все передачи, все местности, и нашли, что есть еще 3 другие кирааты, которые тоже достоверны, тоже от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все условия, которые мы перечислили, они выполнены. Поэтому эти 7 чтецов стали 10. Эти 3 дополнительные, то есть мы перечислили 7 чтецов, а 3 дополнительные это Якуб аль-Хадрами, который жил в Басре, Абу Джафар аль-Мадани, это ученый, от которого взял Нафи, то есть тоже в Медине, и 3 Халяф аль-Баззар, который тоже жил в Куфе. Поэтому, получается, у нас на сегодняшний день у нас 10 кираатов. Для каждого кираата есть 2 равия, то есть 2 риваята для каждого чтения. Вот и таким образом развивалась эта наука, и все ученые там участвовали, там изучали, передали. Например, имам Аш-Шатиби, рахимахуллах, взял книгу Абу Амр ад-Дани «Ат-Тайсир фи ал-Кираат» и сделал ее стихотворением. То есть наука, которая в книге «Ат-Тайсир», он сделал эту науку, которая написана как обычная книга, он превратил в стихотворение, которое до сих пор называется «Аш-Шатибия». И она очень красивое стихотворение, которое никто раньше него не написал такой, и после него никто не смог делать, как он делал. Очень красивое стихотворение, которое содержит внутри ее все 7 кираатов. Например, Ибн аль-Джазари, один из самых великих ученых кираата тоже, он тоже сделал стихотворение, которое включил в себя все 10 кираатов, со всеми там риваятами, которые есть. Поэтому, как мы говорили, сегодня есть такие термины в этой науке, которые мы упомянули, сейчас я будем разбирать. У нас кираат, и это 1 из 10. Кираат – это 1 из 10, который на сегодняшний день существует. Это, например, как мы сказали, Нафи, Ибн Каthир, Нафи аль-Мадани, Ибн Каthир аль-Макки, Абу Амр аль-Басри, Ибн Амир аль-Шами, Асим и Хамза и Аль-Кисаи, Аль-Куфиин. Вот эти 7 чтецов. И в дополнение к 10, до 10 у нас Якуб аль-Хадрами, у нас Абу Джафар аль-Мадани и Халяф аль-Баззар. Вот эти 10 кираатов, которые есть. Потом у нас риваят. То есть риваят – это выбор ученика этого чтеца. Например, как мы сказали, Асим – это чтец, кираат Асима. Есть риваят Хафс от Асима. Есть риваят Шуба от Асима. Как мы говорили, если 2 ученика передали одно и то же, это уже называется кираат. Например, Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахман Ар-Рахим, Малики Яумиддин. Малики Яумиддин и Хафс передал от Асим, что здесь считается Малики Яумиддин. И Шуба тоже передал, что здесь считается Малики Яумиддин. Поэтому Малики Яумиддин мы не называем риваят Хафс или риваят Шуба. Мы называем кираат Асима. То есть согласие риваятов – это уже кираат. А разногласие – это уже риваят. Например, как слово в суре Аль-Кариа «адрака» передает Хафс от Асим, что она читается «адрака». А Шуба передает, что она читается «адрека». И при разногласии или при вариации в этом слове уже это самостоятельный риваят, это называется Хафс от Асим,
адарака, а адрека уже называется риваят Шу'ба от Асима. Риваяту Шу'ба от Асима. И чтобы мы убедились, что все это от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который получил от Аллаха субхану ва тааля, в конце приведу такую историю между Шу'ба и Асим. Однажды пришел Шу'ба, то есть Шу'ба и Хафс, они ученики у Асим бин Аби Наджуд. Пришел Шу'ба, когда они получают Коран от Асима, иногда они сравнили то, что получили. То есть, как ты получили этот аят, как ты получили эту суру. И они сравнили. Шу'ба, они знали, что есть вариации в чтении. То есть, они получают от одного учителя, а на самом деле они получают разные вариации. А Шу'ба подошел к Асим ибн Аби Наджуд и сказал: ты обучаешь меня какие-то вариации, а Хафс, ты обучаешь его по-другому. Почему так делаешь? Он сказал: сынок мой, я получил чтение от двух. От Абу Абд-ар-Рахман ас-Сулами и от Зир бин Хубайш. Поэтому я тебя обучаю согласно тому, что я получил от Зир бин Хубайш, который получил в свою очередь от Ибн Мас'уд, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот эта цепочка, то есть Шу'ба от Асим, от Зир бин Хубайш, от Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А я обучаю Хафс через Абу Абд-ар-Рахман ас-Сулами. То есть Хафс от Асим, от Абу Абд-ар-Рахман ас-Сулами, от Али бин Аби Талиб, радиаллаху анху, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому вариации есть между риваятами, между чтениями Корана. Все эти вариации обучал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Никто ничего не придумал. И все эти чтения, все эти 10 чтения, это называется Коран. Их можно читать, по них можно читать в намазе. И намаз действовален будет, альхамдулилля. Все эти чтения можно читать и получить вознаграждение, и это все считается Кораном. Как мы говорили раньше, что Коран со всеми вариациями, он содержит аль-ахруфу саба, 7 способов чтения или 7 вариаций чтения Корана, которые Аллах субхану ва тааля дал этой умме как облегчение, чтобы они смогли читать, как Аллах субхану ва тааля сказал: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله